На связи с нами Венера Шамсудинова, заместитель директора Татарского книжного издательства. И поговорим мы сегодня с ней о новинках Татарского книжного издательства. Венера, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о новинках издательств. В преддверии весны мне бы хотелось познакомить вас с изданиями, которые так или иначе созвучны с этим прекрасным временем года. И начну я с книги Розы Туфетуловой «Ветер судьбы». В этом романе перед читателем предстает жизненный путь уроженки Чистополя Гульсум Камаловой-Акчуриной, одной из видных фигур своего времени, получившей образование в Петербурге на знаменитых бестужевских курсах. Она участвовала в качестве сестры милосердия в Балканской войне 1912 года и прославила образ татарской женщины далеко за пределами ареала проживания татар. Ее жизнь оказалась на удивление сложной и тесно переплетенной с историческими событиями. Об этом подробнее можно узнать на страницах этого интересного и захватывающего романа. Представляю вашему вниманию долгожданную многими книгу, сборник стихотворений именитого автора Марата Кабирова «Яралла Ман». Творчество Марата Кабирова не нуждается в представлении. В разные года в Татарском книжном издательстве увидели свет его романы, повести. Надо сказать, что они очень полюбились широкой читательской аудитории. А вот именно сборник стихотворений Марата Кабирова в издательстве увидела свет впервые. Этот сборник стихотворений увлечет любителей поэзии сразу же с первой страницы. В этой книге представлены стихотворения автора, написанные в разные года. В нем есть все: и душевно трогательные, и достаточно личные, печальные, серьезные, глубокие и любовные стихотворения, каждый из которых притягивает внимание своей душевностью, трогательностью и особенным смыслом. Представляю вашему вниманию книгу-альбом «Резьба по дереву». Автор этого издания Хамид Латыпов является членом Союза художников Российской Федерации и членом Союза писателей Республики Татарстан. Эта книга насыщена его работами, выполненными по дереву. В том числе здесь представлены графические изображения его работ. Хамид Латыпов – многогранный автор. Он художник декоративно-прикладного искусства, живописец и график. В этом издании представлены его резные работы из дерева. Книга состоит из разных тематических разделов, таких как панно, декоративные тарелки, сувенирные скульптуры, сундуки и двери, вазы и маски. Вглядываясь в представленные работы, видно, что мастер вложил в каждую деталь свою душу. Помимо множества фотографий и работ Хамида Латыпова, книга в том числе содержит практические советы, основанные на его многолетнем профессиональном опыте. Эта богато иллюстрированная книга будет полезной как для мастеров-самоучек, так и для учителей и учеников. А какие исторические книги выпущены? А эта книжная новинка будет полезна для всех, кто интересуется историей татарского народа. Эта книга «Как жили татары в средние века. История повседневности». Составители книги – кандидат педагогических наук, заместитель директора по научной работе Института истории имени Марджани Марат Гибадинов и кандидат педагогических наук, ведущий научный сотрудник Центра истории и теории национального образования Института истории имени Марджани Ляля Муртазина. Это издание поможет пытливому читателю ярче представить быт, образ мыслей и повседневное окружение наших далеких предков и те декорации, в которых разворачивались события нашей древней и средневековой истории. Книга состоит сразу из нескольких разделов, которые посвящены культуре и науке Волжской Булгарии, исламу в истории татарского народа, жилищу и быту древних тюрков, традициям питания, семейным традициям древних тюрков, истории национального костюма. В том числе здесь представлены разделы, посвященные развитию культуры, просвещения и науки в Золотой Орде, повседневной жизни в Золотой Орде, культуре Казанского ханства, татарской музыке и роли женщины в истории татар. А есть ли новинки для детского чтения? В детской книге должна быть
какая-то изюминка, благодаря которой книга станет особенной и, самое главное, привлечет внимание ребенка с первой минуты. И вот именно с такими изданиями я бы хотела вас познакомить. Вот в таком формате вышли 2 детских книги. Эта интерактивная красочная книга, помимо сказок, содержит наклейки и элементы для раскраски. Почти на каждой странице книги представлены веселые задания, которые малыш сможет выполнить самостоятельно или же вместе со взрослыми. Такая книга принесет ребенку огромное удовольствие и, что немаловажно, поможет развить мелкую моторику, воображение, логику, память и привьет любовь к чтению. Это первая книга Лилии Нурлы, написанная для детей. Увлекательное стихотворение, представленное здесь, научит юных читателей добрым поступкам, уважению к старшему поколению, любви к родине. С помощью QR-кода стихи можно будет и прослушать. Такое разнообразие обязательно понравится ребенку. Помимо этого, восприятие стихотворения на слух вместе с книгой разовьет воображение у ребенка, в то время как мысленно он будет представлять образы героев книги и их действия. Спасибо большое, Венера. Желаем всем приятного и познавательного чтения. И переходим к другому.